Полседьмого утра мы вооружаемся, получаем спецсредства, после чего в 7 часов идет развод до 7:30, где у нас проводится маршрут, патрулирование доводят, задачи наши основные ставят, спрашивают законы о полиции, повторяем. Ну и все, после этого выезжаем на маршрут. Сначала обследуем маршрут, дежурную часть доводим, недостатки дорожной сети, неработающие светофоры, ямы какие-либо. Ну и все, а потом работаем по безопасности дорожного движения, контроль за все нарушения, влияющие на безопасность движения. В основном это у нас идет скоростной режим, встречная, разъезд перекрестков, нарушение правил пешеходов, переход в неустановленном месте. Также что у нас? Вот сейчас работаем с тонированными машинами, с примотками вот этими, выдали нам спецсредства. Будем проверять шум. Ну и все, контроль полностью ведем. Иногда можем с одним правонарушителем по 3-4 часа находиться. Ну, пьяные водители, без документов водитель. Пока личность устанавливается, пока наркология. Ну, много времени уходит. По вашему личному опыту на дороге, как можно распознать пьяного водителя? Не знаю, мне кажется, это профессиональное уже такое. Ну, во-первых, неадекватно ведет себя на проезжей части, то есть виляет могут по проезжей части ночью, большинство фары не включают. Да много всяких. Как-то мы их уже осознаем, со стороны видим. Если пешеход переходит проезжую часть в неустановленном месте, все, с помощью громкоговорящей связи останавливаем пешехода. Если у него при себе документов нету, доставляем в ГОМ по территориальности, устанавливаем личность, составляем материал по статье 1229, часть 1, пункт правил 4.3 ПДД. Там предусмотрено либо предупреждение, либо 500 рублей административно. Клин 363. Да, говори. Сюда вышли, журналисты на борту, работаем по маршруту. Надо выбирать вот место дислокации, где безопасно останавливать транспортные средства. Допустим, на проезжей части нельзя останавливать. В карманах, там, для безопасности, как ихнего транспортного средства, также нашего. Посреди дороги, допустим, не будем же останавливать. В карман заводим, допустим, на парковку и так далее. Если даже в ходе движения выявляем. Вот видите, Subaru Forester сейчас как раз сворачивает. Вот направо идет, налево. Налево. Черный, видите, вот поворот включил. Ага. Он может сейчас нас увидеть и обратно, ну, вернее, передумать. А нет, кажется, не передумывают. Может, не знает. Есть такие, которые не знают, а есть, которые знают. Незнание не освобождает от ответственности? Да, да, конечно. да. Вот, повернул. Он повернул. Сейчас его остановим. Успеем? Конечно. Выключаешь и горит пока. И вот каждого водителя проверяем по базе данных ИБД. То есть водитель лишен, не лишен, проверяем. В розыске, не в розыске. И водителя по статье 20.25. То есть неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный по АПП. Если у водителя, вот в данном случае у гражданина Филиппова нарушений нет, все оплачено у него. Если водитель не плательщик штрафов административных, то составляем материал по статье 20.25. Это уже получается судебный материал. Штраф в двукратном размере или арест до 15 часов. Документы возьмите.